Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2400673 от 3 апреля 2013 года. Зарегистрировано в Енисейском управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Добрый день, уважаемые телезрители! С обзором основных событий недели Айдана Ховалых. Сегодня в нашем выпуске. Таежному селу Тал в Терехольском Кажуне помогут со светом. Владислав Ховалых принял участие в выездном заседании Совета безопасности России в Иркутске. В Тоджинском Кажуне открыли новый паром с именем Айкыс. Строительство нового здания онкодиспансера. МФЦ Республики отмечает десятилетие со дня образования. В Туве готовится к военному ралли Армии-2021. В ходе общения с жителями в формате прямого разговора в Рио главы Тувы сказал, что обязательно побывает в отдаленных кажунах республики. 18 августа члены правительства во главе с Владиславом Ховалыгом посетили труднодоступный Терехоль. О проблемах жителей Сумона Балыктык, которые в местечке Тал возводят новое поселение, расскажет Мадр Сандан. Почетный житель таежного Сумона Балыктык Федор Синди – большой дипломат. Спасибо родному Минтопэнерго за дизель-генератор. Начинает он свое обращение к Рио главы Тувы Владиславу Ховалыгу. Есть свет и можем смотреть телевизор, но прошло 13 лет, движок отработал свой ресурс, а потребности в электроэнергии растут. Владислав Тавричтаевич сказал, что республика скоро получит новые дизеля. Их уже везут, и один из них по его поручению должны передать нашему поселению. Село Тал находится в труднодоступном для наземного транспорта местечке Сумона Балыктык. Своими силами сельчане возвели здесь помещение школы, совмещенное с детским садом. Рядом здание ФАПа, которое без света и воды простаивало несколько лет. Строятся и новые жилые дома. С появлением более мощного дизель-генератора все эти объекты будут обеспечены главным – надежным электроснабжением. По поручению главы в этом году запланировали поставку нового генератора мощностью 30 киловатт. Это с учетом перспективы, так как там строится новая школа и вводится ФАП в эксплуатацию. И поэтому с учетом данной нагрузки перспективной запланирован новый дизель-генератор. И срок поставки уже в сентябре. Здесь только все зависит от дороги, потому что здесь, так как Сумон труднодоступный, здесь бывает сложности с транспортировкой. В селе около 3 десятков будущих первоклашек и дошколят. Программа «Максимум» местных властей при поддержке правительства сдать школу до 1 сентября. С приездом Рио главы республики наметился и четкий план по дальнейшему вводу здания ФАПа. Здесь построен первый модульный ФАП в селе Балыктык. Там 28 семей находятся. Они иногда вовсе перестают быть доступными, я имею в виду для наземного транспорта. Поэтому в этом году, к счастью, удалось туда распределить фельдшера по программе «Земской доктор». Но, опять же, остается вопрос по поводу оснащения ФАПа, который, опять же, на мой взгляд, нужно решать. Терехоль – это прекрасный край, чистый воздух и люди, привыкшие своими силами справляться с трудностями, отметил Рио главы Тувы после общения с жителями Кажуна. Живут в таких суровых условиях, но я так посмотрел, в общем, очень старательные, у всех есть скот домашний, не бедствует. Это значит, от человека зависит, да, прежде всего, как он будет жить. Зарождается новый населенный пункт, деревня, можно сказать, да. Вот. Собственными силами построили школу. Вот. Почти идет вся работа к концу. Будем надеяться, что даже в этот учебный год уже дети могут сесть за парты. По поручению Владислава Ховалыга, министра строительства, здравоохранения, взяли на особый контроль вопрос обеспечения села Тал строительными материалами, кадрами и медицинским оборудованием. Далее работа команды правительства продолжилась в административном центре Кажуна, селе Кунгурту. Об этом смотрите в наших следующих материалах. Мадр Сандан, Азамат Ачур, Тува-24. В Рио главы Тувы Владислав Ховалык накануне принял участие в выездном заседании Совета безопасности России в Иркутске.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев обозначил перед главами регионов Сибирского федерального округа актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности. Особое внимание уделили транспортной безопасности. Сегодня в Туве детей до школ подвозят 204 автобуса. Автопарк школ республики необходимо расширить. Направлена заявка на поставку дополнительных 43 школьных автобусов. В тот же накануне ввели в эксплуатацию современный паром, который будет бесплатно переправлять торохемцев через Большой Енисей на Большую Землю и обратно. Тему продолжит Эрес Мангуш. Именем юной певицы Айкыз Кыргыз было названо новое судно. Паром Айкыз был собран в Красноярске, а построен в Кызыле. Он предназначен для перевозки большой и тяжелой техники и людей. Оснащен самой современной техникой и отвечает всем требованиям безопасности. Таких паромов было построено 2. Второе судно с названием «Субедей» скоро заработает по реке Хамсара. Главный инженер водных махин уверен, что паромы должны отслужить как минимум 20 лет. 2 судна с грузоподъемностью по 100 тонн каждый были изготовлены по заказу Голевской горнорудной компании, а их общая стоимость составила более 100 миллионов рублей. Сегодняшнее мероприятие – это очередной шаг Голевской ГРК на пути осуществления строительства Аксукского ГОКа. Данное мероприятие, естественно, в первую очередь необходимо нам в части осуществления завоза-вывоза грузов на этапе строительства, но и также в рамках социально-экономического партнерства с Республикой Тыва, что отражено в соглашении, подписанном между нашей компанией и правительством республики. В Туве Голевская горнорудная компания реализует строительство горнообогатительного комбината на базе медно-порфирового месторождения Аксу. В ближайшее время паромы перевезут вагончики для вахтовиков, продукты питания и специальное оборудование для эффективной и безопасной утилизации отходов и различного мусора в целях сохранения природы. Будущий горнообогатительный комбинат позволит создать более 4000 рабочих мест и 100 километров линий электропередач, которые обеспечат подключением населенных пунктов Тоджинского района к постоянным сетям электроснабжения. В скором будущем будет построена и автомобильная дорога до Аксукского ГОКа от города Туран через поселки Худ и Эрбан. В целом проект по Голевской горнорудной компании по освоению Аксукского месторождения у нас предполагает создание до 4000 рабочих мест. У нас предполагается поступление налогов во все уровни бюджетов порядка 170 миллиардов рублей, это до 2048 года. Понимаем, что жители Тоджинского Кажуна также будут трудоустроены, они также будут задействованы в сервисном обслуживании данного предприятия, то есть повышается у нас доходность местного населения. Эрес Мангуш, Буян Мангуш и Азамат Ачур. Телеканал Тува-24. В рамках Года народных инициатив Агентством по делам национальности Республики Тыва впервые запущен конкурс гранта главы Республики Тыва на развитие гражданского общества. Сколько участников конкурса стали победителями и получат грантовую поддержку своих проектов, расскажет Инна Клоян. Агентство по делам национальности Республики Тыва в рамках Года народных инициатив завершило конкурс грантов главы Республики Тыва на развитие гражданского общества. Общее финансирование конкурса в этом году составило более 9 миллионов рублей. Данный конкурс проходил впервые на автоматизированной платформе tuva.granty.rf, что позволило обеспечить открытость и прозрачность данного конкурса. То есть все жители республики могли зайти на этот сайт и ознакомиться со всеми заявками и проектами. В настоящее время прием заявок завершен. На конкурс через электронную платформу поступило 79 заявок. Из них только 31 заявка соответствовала требованиям положения о конкурсе. По итогам приема заявок было зарегистрировано 31 заявка. Из них по итогам работы независимого экспертного совета определены 13 победителей. Таким образом, 13 проектов получат от Республики Тыва финансирование в размере более 9 миллионов рублей. Одна из участников конкурса подготовила сразу 2 проекта. «Библиодобро» – проект, который направлен на разностороннее раскрытие потенциала ребенка с ограниченными возможностями здоровья, и проект «Праздник Яка». Каждый проект будет реализован с сентября текущего года до сентября 2022 года. Проект «Библиодобро» – он волонтерский проект. В рамках проекта будет создана инклюзивная площадка на базе Национальной библиотеки Республики Тыва для детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей.
проект очень актуальный для нашей республики, потому что дети-инвалиды очень социально изолированы, не имеют возможности организовать свой досуг. И данная площадка будет местом для проведения их досуга. Второй проект – это праздник Яка Тайга Черем Чарашмалы. Будет организован на базе Мангунтагинской СБС. Этот проект очень интересный. Он будет знакомить с культурой и бытом мангунтагинцев. В рамках данного проекта будет организован праздник Яка, где любой желающий может ознакомиться с этими экзотическими уникальными животными. Участники конкурса подготовили проекты разных направлений. Один из – это диалог поколений, социальная поддержка пенсионеров. Проект наш называется «Это диалог поколений». Основная деятельность – это работа с пожилыми людьми от 60 лет, которые проживают на территории Республики Тыва. Основная деятельность направлена на повышение незащищенного этого слоя населения в сфере IT-технологий, финансовой грамотности и юридической грамотности. Помимо этого, у нас есть одно из направлений – это развитие творческое. Также участники проекта «Диалог поколений» на основании гранта для пожилых людей будут проводить обучение в сфере информационных технологий. Госуслуги использовать людей будем учить. Также повышение финансовой грамотности, взаимоотношения с теми же кредитными учреждениями, потом повышение правовой грамотности. То есть это уже те же взаимоотношения, но уже сферами органов государственной власти. То есть как подавать заявления, те же госуслуги. То есть это все у нас получается взаимосвязано. То есть используя смартфон, они должны научиться использовать свои возможности, которые предоставила. По итогам подведения конкурса гранта главы Республики Тыва на развитие гражданского общества, Агентство по делам национальности Республики Тыва вносит предложение о проведении встречи в Риу главы Тувы с победителями данного конкурса по дальнейшим вопросам реализации социально значимых проектов. Инна Клоян, Владимир Сюртук, Кузел Сарексарен, Тува-24. 13 августа на встрече в режиме ВКС с президентом страны Владимиром Путиным исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалык сообщил об острых проблемах региона, в том числе и загазованности воздуха в зимнее время, что в свою очередь приводит к различным заболеваниям жителей столицы, в том числе и онкологических. Онкологическая служба Республики Тыва основана в 1950 году. В старом здании ресонкодиспансера, построенном в 70-е годы, невозможно установить новое оборудование даже при его наличии. По заболеваемости онкопатологиями наша республика находится в пятерке благополучных, но радоваться рано. Ведь остается открытым вопрос ранней диагностики рака. Достаточно ли в Туве современного оборудования, условий для работы и квалифицированных врачей? Для изучения этих вопросов приехала делегация врачей-экспертов, ученых в области онкологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Николая Блохина города Москвы. Хочу сказать, что это мой второй выезд в ваш регион. И с предыдущим, и сейчас есть с чем сравнить. В принципе, видно, что, онкодиспансер, он оснащается оборудованием. Да, был закуплен компьютерный томограф, маммография, то есть, да, новая установка эндоскопической стойки. И, в принципе, я так понимаю, что в перспективе еще будет докупаться оборудование. Мы ждем, конечно, от коллег диспансера, чтобы они приехали к нам. И какие-то, если будут вопросы именно по техническому, работе с новым оборудованием, мы готовы им помочь. За 3 дня работы врачи провели обход больных, приняли участие в проведении диагностических и лечебных процедур. Делегация врачей-ученых обратила особое внимание на эффективность использования медицинской техники, полученной в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Насколько я знаю, Республика Тыва является одним из регионов с неблагоприятным запущенными ситуациями по онкологии. К сожалению, где-то нарушена диагностика ранних стадий, первой, второй стадии. Это может быть связано с не всегда желанием пациентов лечиться, обследоваться.
Может быть, с тем, что около половины населения является населением сельскохозяйственных районов. Вы знаете, что городские жители охотнее идут обследоваться, потому что и больница рядом, и диспансер рядом. А отдаленных районов, к сожалению, пациенты не очень прислушиваются к рекомендациям врачей, онкологов. Все женщины раз в год должны проходить гинеколога. Поэтому я всех призываю молодых женщин в старшем возрасте проходить осмотр гинеколога. Маммография тоже есть национальные рекомендации по маммографии. Есть рекомендации по профилактике и скринингу рака ободочной кишки. Московские врачи ознакомились с работой специалистов на диагностическом оборудовании, поделились опытом проведения новых методов биопсий, выявления раковых образований на ранних стадиях, в том числе с использованием нового эндоскопического комплекса. Также провели консультации в области онкохирургии, обсудили с местными специалистами вопросы минимизации постоперационных осложнений, новые методы хирургического лечения и консультации по разным протоколам применения лекарственных средств, проведения химиотерапии. Итогом данного проведенной недели станет совместная работа ФГМО МИЦ имени Блохина и диспансера города Кызыла. И сейчас как раз мы обсуждаем вопрос о том, что, возможно, приедет целая бригада для того, чтобы провести здесь более длительный срок и помочь местным специалистам разобраться в тех нюансах, которые должен федеральный центр передавать для регионов. К сожалению, нельзя данный корпус назвать современным, потому что по современным стандартам все-таки гораздо больше требований и для возможности установления аппаратов лучевой терапии, и для проведения химиотерапии, в том числе и для безопасности врачей. К сожалению, старый корпус на сегодняшний день не отвечает этим требованиям. И если мы говорим о внедрении передовых методов лечения, передовых методов диагностики, то, конечно, требуется более новое здание с большей площадью. Сейчас ограничен вход родственников в диспансер, это связано с ситуацией с ковид. И на сегодняшний день размещение совместно с родственниками для ухода, безусловно, невозможно. Конечно, было бы хорошо, особенно для пациентов и их родственников, которые приезжают из каких-то отдаленных районов, постройка какой-то гостиницы либо пансионата, где они могли бы останавливаться и продолжать свое лечение, не уходя с территории онкодиспансера. Врачи-эксперты оценили эффективность реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в регионе, а также состояние онкологической службы с учетом недавнего разговора в Рио главы Тувы Владислава Ховалыга с президентом Владимиром Путиным. Также врачи-эксперты отметили необходимость строительства нового здания онкодиспансера. Это позволит повысить показатели ранней диагностики злокачественных новообразований и снизить смертность от онкологических заболеваний. Айдана Ховлы, Чайхан Донгак, Кызылсарык-Сырен, Тува 24. Ушел из жизни Сино Лакпаевич Оюн, заслуженный артист РСФСР и Тувинской АССР, почетный работник общего образования России, театральный режиссер и кинодеятель, общественник и педагог, который оставил в истории Тувы неизгладимый след. В Рио главы Тувы Владислав Ховалык выразил соболезнования родным, близким и коллегам Сино Лакпаевича. Сложно представить, но еще 10 лет назад, чтобы оформить пособие, пенсии, сделать перерасчет, прописку, нужно было в каждое учреждение ходить за справками, на что уходила масса времени и нервов. С открытием в Кызыле многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в одно окно все стало просто и понятно. Центр заработал 10 лет назад, 10 августа. Но пандемия внесла свои коррективы, когда был приостановлен прием и работа была переведена в режим онлайн. Вот и небольшой праздник десятилетия перенесли на сентябрь. 10 лет. Кто-то скажет, что это очень много, а кто-то, что совсем мало. Действительно, 10 лет для организации – это немного. Но важно, каких результатов она достигла за эти годы. Свой юбилей отмечает первый МФЦ, который в Кызыле, что стало отправной точкой во взаимодействии жителей республики и органов власти на новом уровне. 10 лет работы – срок немаленький, однако жители республики успели оценить преимущество получения услуг через одно окно. Это удобно, быстро и комфортно. Ежедневно через нас проходит более полутора тысяч людей за получением услуг. Их мы предоставляем в самые короткие сроки. Высокий процент положительных отзывов жителей тому подтверждение. На сегодняшний день, по оценке Росреестра, удовлетворенность качеством предоставления услуг составляет 99,6%. За 10 лет наше учреждение выросло из одного филиала до 19 филиалов в районных центрах и удаленных рабочих мест в 4 населенных пунктах в отдаленных районах.
Коллектив МФЦ, можно сказать, молодой. Средний возраст составляет 28 лет. МФЦ республики своей деятельности для оказания услуг взаимодействует со всеми федеральными, региональными и местными органами власти республики, а также иными организациями, участвующими в системе предоставления государственных и муниципальных услуг. Всего МФЦ для взаимодействия заключено 47 соглашений с разными органами власти. Из них 17 с федеральными, 10 с республиканскими, 20 с муниципальными образованиями и 9 с иными организациями. Учреждением в настоящее время оказывается 415 государственных и муниципальных услуг разного направления. Востребованность в наших услугах увеличивается с каждым годом. Например, по сравнению с 2016 годом количество услуг, оказываемых МФЦ, увеличилось почти в 3 раза. То есть со 156 услуг до 415 в 2021 году. Как и в любой другой области, в сфере государственных услуг остается много возможностей для дальнейшего совершенствования. Ведь вместе с ростом сети МФЦ растут и запросы наших граждан. В этом году у нас появились 2 новых сервиса. Это запущен сервис автоматического СМС-информирования заявителей о готовности документов, а также успешно запущен и организован прием заявлений на получение государственной услуги МВД России по оформлению заграничных паспортов с электронным носителем с использованием программно-технического комплекса «Криптобиокабина». В текущем году в МФЦ для бизнеса предоставлено 427 услуг для 109 субъектов малого и среднего предпринимательства. В перспективе МФЦ планирует дальше улучшить и развивать сервисы, которые должны стать более доступными и удобными. Например, с обновлением портала МФЦ с сентября будет доступна запись на все рабочие дни текущего месяца. В планах 2022 года будет усилена и работа колл-центра для того, чтобы люди могли быстро получать нужную справочную информацию. Инна Клаян, Чайхан-Танга, Кузал Сарыксарен, Тува 24. Вместо того, чтобы пользоваться электричеством законно и без страха, что его могут отключить в любой момент, люди продолжают намеренно его воровать. Как проходила очередная проверка по злостным нарушителям, расскажет Алдынкыз Буян. Почти 700 миллионов рублей Тува задолжала Россети Сибирь за потребленную электроэнергию. Сейчас мы находимся в городе Агдоврак, где проводятся повторные рейды по незаконному потреблению энергоресурса. Специалисты сетевой компании выявили 221 факт хищения электроэнергии в городе Агдовраке, зафиксированных при проведении нескольких рейдов. Нарушители отключили от электричества. В четверг энергетики снова прибыли к злостным расхитителям энергоресурса, чтобы проверить ранее ограниченных абонентов. В городе Агдовраке потребители самостоятельно подключаются к сетям Россети Сибирь Республики Тыва, чем ухудшает положение. Потери увеличиваются в настоящее время. Задолженность большая, полностью все потребители совестью относиться к ранее ограниченный и вообще потребитель не подключаться до прибора учета. Это что значит? Что может быть снижение тарифа по Республике Тыва. Граждане подключаются самовольно к электросетям после отъезда энергетиков и не задумываются об опасности электрического тока, собственной безопасности и о том, что отношения с энергетиками проще узаконить, оформить документы, получить договор и платить уже по показанию и тарифу. Во время рейда и повторного отключения жильцы этого дома тут же нашли средства на погашение долга за электроэнергию, которые копили с 2016 года. Что им мешало сделать это раньше, остается непонятным. Ну, почему население не платит-то, конечно, это очень спорный вопрос. Но если сравнивать, то, для примера могу сказать, ежемесячно население получает выплату с 3 до 7 лет около 16 миллионов рублей-то. Но с другой стороны, со стороны администрации оказываем всякое действие. И для примера могу сказать о том, что мы также оказываем оформление субсидий-то. А также население получает ежемесячно примерно от 3 до 5 миллионов рублей-то. Получается, там есть доход населения, честно говоря. -то. Почему не платят? Но хотел бы призывать своих земляков, чтобы они платили-то. В компании Россети Сибирь рассказывают, что наибольшее количество хищения электроэнергии приходится именно на западный район Тувы. За этот год энергетики ограничили электроэнергию 3322 абонентам.
В Агдувраке и в Кызылмажалыке, кроме населения, имеют задолженность и юридические лица. Задолженность населения по городу Агдувраку на 1 августа на сегодняшний день составляет больше 31 миллиона рублей. По сравнению с январем текущего года составляла 29 миллионов. Основную часть долга составляет это многоквартирные дома, МГЖДшники. Мы заключаем, вот у кого долги большие по крупным должникам, не плательщикам, ну, они к нам обращаются, но мы с ними тоже заключаем соглашение о реструктуризации долга. Что это значит? Но они могут свои долги оплатить частями, то есть ежемесячно какую-то определенную сумму. Проблема у нас получается по городу Агдувраку, по юридическим лицам, это ЖКХ города Агдуврака, ТСЖ, управляющие компании, которые имеют огромные долги за потребленную электроэнергию. Телеканал ТУВА-24 совместно с компанией Россети Сибирь и ТВ-Энергосбытом призывает граждан ответственно относиться к своей безопасности, оформить договор с энергетиками на присоединение к сетям и своевременно оплачивать услуги за потребляемое электричество. Алдын Казбуян, Владимир Сюртук, Мирана Иргит, ТУВА-24. Участники международного этапа конкурса «Военное ралли» на полигоне Карахак готовятся к соревнованиям. Оттачивают мастерство выполнения контрольных стрельб из пулемета Калашникова с борта бронеавтомобиля «Тигр-М». На полигоне скоро станет жарко, рассказывает Инна Клоян. В ходе тренировки экипажи 7 стран России, Белоруссии, Сербии, Узбекистана, Монголии, Казахстана, Китая и Израиля провели тренировку в поражении мишени типа пулеметный расчет, грудная и ростовая фигуры. Кроме этого, военнослужащие выполнили установку заряжения пулемета и поразили мишени на дистанции от 150 до 500 метров, появляющиеся на 10 секунд, при этом используя всего 40 патронов. Согласно условиям проведения этапа, пулеметчику нужно поразить все 10 мишеней. Перед участием в конкурсе все команды прошли обязательный двухнедельный карантинное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции. Все мероприятия в рамках конкурса будут проходить со строгим соблюдением всех эпидемиологических требований и норм. Международный этап конкурса «Военное ралли» пройдет в 3 районах Республики Тыва и на горном полигоне Карахак с 22 по 29 августа. Инна Клоян, Кузылсарык-Сарен, ТУВА-24. Уже в это воскресенье, 22 августа, в Карахаке состоится открытие армейских международных игр. С 23 по 29 августа в Туве пройдут этапы «Военное ралли» и «Конный марафон». С места торжественного открытия расскажет Инна Клоян. Это были главные события недели. А я с вами прощаюсь и желаю приятных выходных.